Рождественские чтения в Алекминском районе проходят 13-й год. Впервые это произошло в 2013-м. Это был совершенно новый формат взаимодействия и возможностей найти новые же формы работы с юным поколением. В 2013 мы открыли первые рождественские чтения, и принял участие владыка Якутский Ленский Роман. Это значимо. И в этом году мы проводим 13-е. Для нас это тоже значимое событие. На ваш взгляд, что такое рождественские чтения? Рождественские чтения – это, наверное, та площадка, которая помогает объединиться в решении каких-то вопросов все слои населения. Каждый год приносил новые встречи и новых участников. Конечно же, огромное значение имели события, которые оставляли свои отпечатки в тематике чтений. В этом году в центре внимания патриотизм. Один из организаторов – Алекминский собор, при котором действует воскресная школа. Воскресная школа у нас работает практически после долгого перерыва второй год. Совсем детей мало. Детей мало. 5-6 человек у нас бывает, а иногда бывает еще и 3-4 некоторые дни. Хотелось бы, чтобы люди осознавали важность духовного воспитания. Уроки Божьи – это разговоры о вечности, понимание любви к родине, почитание родителей, уважение к традициям. В гимназии Эврика организовали мастер-класс по изготовлению мягкой игрушки. Игрушки с историей и миссией. Эти игрушки шьют для ребят на специальной военной операции. Мы шьем уже его не первый год, такую игрушку. Были разные по форме, по цвету и так далее. Отправляем эти игрушки на СВО. И однажды бойцы, отправив отзыв о том, что понравились игрушки, назвали их растрепами. Не знаю почему, но с тех пор они так и остались растрепами. То есть у них появилось свое название? Да, у них свое личное название, персональное, они растрепы. Мы согласились, пусть будут растрепами. Нам нравится. Это карманная игрушка, то есть она небольшого размера. Можно положить в карман. Простое вроде занятия требует и внимания, и ловкости пальцев, а еще учит той самой возможности думать и общаться. Обычно за шитьем собирается компания. Вы знаете, я чисто случайно забежала сюда. Я узнала, что будет проходить мастер-класс, и мне так захотелось просто отвлечься от каких-то повседневных забот. Я так понимаю, что мы шьем медвежат в рамках рождественских чтений. Мероприятия посвящены этому событию. Интересно? Я вообще люблю рукодельничать. Но сегодня как-то с особым каким-то желанием. У новичков не все получается сразу, но мастерица всегда готова помочь. По приглашению школы Эврики прийти на мастер-класс. Поэтому собрались с ребятишками, кто любит у меня шить, и пришли провести хорошо время, отдохнуть, поучиться, пообщаться. Интересная идея? Очень интересная идея. Что-то можно и себе присмотреть, как говорится. То есть, в принципе, можно продолжение такого характера делать? Да. Это нужно, и дети работают, и взрослые, все вместе. Все хорошо же. Что такое флаг? Для чего встают в почетный караул на площади Победы? Зачем звучит гимн?
Кажется, простые вопросы, но не всегда ответ точный. О значении истин рассказал ребятам руководитель военно-патриотического клуба «Альфа». Данное мероприятие – это объяснение молодежи, для чего выставляется почетный памятник. Ну, сегодня вы, как вы поняли, знают ребята вообще о истории наших символов, о возникновении тех или иных ритуалов? Я знаю то, что после данного занятия у детей, которые посетили данное мероприятие, останутся азы и основы, для чего это все делается. Понравилось то, что нам объясняли, зачем караул к ноге, объясняли, зачем это, когда это придумали. И не только рассказал вместе со своими воспитанниками, они показали, из чего складывается умение строевой подготовки. Вот так делать. Сейчас устав вооруженных сил поменялось, и вот так вот надо брать, чтобы ходить при движении. Только такие. Также есть команда. Первый раз. Руки. Какая есть база? Из череды всех мероприятий особо запомнились дебаты и литературно-музыкальная композиция в 4-й школе. Дебаты посвятили как раз патриотизму. Одна из команд оспаривала его наличие, вторая – наоборот. В первый год решила создать такой дебат-клуб. Ребятам понравилось, ребята поддержали инициативу, и вот уже третье поколение выпускников, они участвуют, активно участвуют, им нравится, поэтому мы развиваем это дебатное движение, и на уровне даже всего Лёкнинского района пытаемся, чтобы дебаты действительно проходили на уроках, потому что это очень знаковый, нужный процесс, это важная игра для того, чтобы ребята смогли правильно формулировать, четко формулировать свои мысли и отстаивать свою позицию. Удивили они не столько подготовкой, сколько мышлением главных героев – ребят. Заинтересовалась в последнее время очень сильно историей. У меня есть своя мотивация ее изучать. А вот когда была озвучена тема дебата, вот лично твою, какое? Конечно, патриотизм существует. Я сама как патриот, я считаю, что сейчас особенно сильно проявляются патриотические качества человека. А что такое патриотизм, на твой взгляд, на самом деле? Это собственное желание помогать другим в нашей ситуации особенно. Ходить, плести сети, я сама этим занимаюсь. Ну и самое главное, свое желание. Стояли у порога, отправила я сына умирать. Я та, что омывала всю войну кровавыми слезами, похоронку, могилу сына, страшную воронку. Я видела сквозь строчек пелену, вдова я, уронившая кольцо. Меня трогают эти строки, я представляю, как это могло бы происходить все на войне. Я чувствую эти эмоции, и самой становится очень грустно во время чтения. Как-то печально очень. Сложно читать? Да, очень. Тяжело, это надо как бы переварить и осознать, как тяжело тогда было на войне терять товарищей. И как бы чувствуется вот эта борьба за жизнь, и тяжело очень. Недаром у многих слезы невольно показались на глазах. Наверное, вот для этого и нужны рождественские чтения, раз есть это в молодости, сердце и душа. Умение сострадать, значит, все верно.
У нас в районе, конечно же, львиную долю патриотической работы с молодежью ведут школы, в первую очередь, учреждения дополнительного образования, библиотеки. Огромный пласт работы, который они выполняют, часто остается вот за бортом незамеченной. А рождественские чтения в этом году имеют именно тему, как раз, которая позволяет нам это все показать и осветить. Когда мы вышли на учреждения образовательные, на общественные организации с просьбой помочь, поучаствовать, все с большим удовольствием откликнулись и предоставили вот широкий спектр возможных форм мероприятий по патриотическому воспитанию, духовно-нравственному. Очень большое разнообразие этих мероприятий позволило такой большой охват сделать. Программу составили с таким учетом, что было удобно посещать и школьникам, и учителям, и родителям. Коллеги приходили, смотрели, делились опытом. Это очень важно вот именно в такое сложное время видеть, как можно заинтересовать детей, какие формы по сей день схватываются на лицо, да, с детьми. Работать они очень востребованы в обществе. А какие-то еще, может быть, мы не все пласты охватили. В будущем, я так думаю, можно было что-то с кино задействовать, какой-то фестиваль, предложить оригинальные новые формы, которые современным детям тоже будут интересны. И именно освещать эту тему, которая из года в год всегда будет актуальна. Патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, они всегда помогают этот пласт формировать в молодежи за счет как раз-таки педагогов, библиотекарей, организаторов. Поэтому работа, повторюсь, огромная, ее важно показывать.